Добрый день, уважаемые абитуриенты! Я руководитель программы «Экономика социальной сферы». Эта магистерская программа осуществляется на базе кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин. Сейчас мы с вами ознакомимся с формой и процедурой проведения экзамена. Вступительное испытание «Экономика социальной сферы» продолжительностью 60 минут. Форма сдачи дистанционная. Вид экзамена – тестирование. Количество вопросов – 25. Минимальное количество баллов – 50, максимальное – 100. В структуру тестовых заданий входят вопросы из 5 разделов. Экономика – общие вопросы, экономика предприятия, финансы предприятия, экономический анализ деятельности предприятия, экономика социальной сферы. У вас имеется возможность сдать это вступительное испытание одна попытка. Необходимо посмотреть форму сдачи этого испытания. Вы входите через логин и пароль, отправленный вам на электронную почту. Последующее посещение у вас уже под своим паролем, который вы меняете при первом входе в учетную запись. Перед каждым экзаменом вам необходимо будет сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где изображено ваше лицо и главный разворот паспорта с фото и фамилией, имя, отчество. Еще раз напоминаем, что время, отведенное на прохождение экзамена, у вас ограничено и имеется только одна попытка. Как посмотреть расписание вступительных испытаний? Для этого необходимо зайти на сайт приемной комиссии в раздел «Бакалавриат, магистратура», выбрать «Магистратура» и раздел «Документация». Там находится расписание. Оно сейчас представлено перед вами. Как вы видите, здесь представлены даты, время, а также время и даты резервной сдачи. Как подготовиться к сдаче вступительного испытания? Необходимо также зайти на сайт приемной комиссии, в разделе «Бакалавриат, магистратура», выбрать «Магистратура». В разделе «Документация» будет программа вступительных испытаний, в том числе и по магистерской программе «Экономика социальной сферы». Данная утвержденная программа вступительного испытания по программе магистратуры 440404 «Профессиональное обучение. Экономика социальной сферы» перед вами. Здесь представлены 5 разделов, о которых мы уже упоминали выше. Это раздел «Экономика. Общие вопросы», раздел «Экономика предприятия», раздел «Финансы предприятия», раздел «Экономический анализ деятельности предприятия» и раздел «Экономика социальной сферы». Давайте остановимся на этом поподробнее. В каждом разделе мы выделили те вопросы, на которые необходимо уделить пристальное внимание при подготовке к сдаче экзамена. Например, в разделе «Экономика» – это постоянные и переменные издержки. Вы помните, что постоянные не зависят от объема производства продукции, а переменные зависят. Это экстенсивные и интенсивные факторы производства. Это фактор экономического роста. Допустим, у вас задание. И в этом задании вопрос, какие вопросы решает экономическая система. Там представлено несколько вариантов ответов, из которых вам необходимо выбрать правильный. Правильный ответ на вопрос, какие вопросы решает экономическая система, что, как, для кого. Что производить, как и для кого. Это так называемая экономическая триада. В таком же формате вы будете отвечать на все вопросы, которые будут представлены в тестовых заданиях из этих 5 разделов. Следующий раздел – это экономика предприятия. Здесь необходимо обратить внимание на такие проблемные вопросы, как миссия предприятия, основные и оборотные фонды, а также на классификацию организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов. В разделе «Финансы предприятия» необходимо посмотреть вопросы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью, финансовой отчетностью, а также вопросы, посвященные инфляциям, налогам, прибыли, собственности. Раздел «Экономический анализ деятельности предприятия». Здесь необходимо еще раз уточнить предмет, цели и задачи экономического анализа, обратить внимание на восстановительную и остаточную стоимости, а также на вопросы инвестиций предприятия. Ну и непосредственно раздел «Экономика социальной сферы». Необходимо уточнить предмет экономики социальной сферы,
определить, что такое социальная сфера, социальные услуги, социальное управление, социальная система. Для того, чтобы с этим разделом вам было проще разобраться, мы подготовили также в программе ряд вспомогательных рисунков, схем, которые представлены сейчас перед вами. Например, характеристики подсистем социальной инфраструктуры. Она включает следующие подсистемы. Это материально-бытовая подсистема, социально-оздоровительная, образовательно-духовная, коммуникационная подсистема, социально-экономическая. Допустим, материально-бытовая. Сюда входит ЖКХ, бытовое обслуживание населения, торговля, общественное питание и другое. Социально-оздоровительное – это здравоохранение, физическая культура, спорт и различного рода вопросы, касающиеся обслуживания в этом направлении людей. Общеобразовательная духовная система. Все, что касается образования, культуры, искусства и так далее. Кроме этого, здесь представлены материалы, касающиеся области действия социальных норм и нормативов. Допустим, воспроизводство рабочей силы. 3 основных раздела – это производство, распределение и использование или потребление трудовой деятельности или труда как процесса. Тоже представлен перед вами на слайде. Ну и еще один вспомогательный материал – связь понятий социальной сферы, непроизводственной сферы, сферы услуг и сферы обслуживания. Здесь представлено на данной схеме. Более подробно, со всеми материалами, которые позволят вам подготовиться к вступительным экзаменам в магистратуру по программе «Экономика социальной сферы», представлено в учебных пособиях. Это учебные пособия «Экономика. Вопросы и ответы» и 2 учебных пособия, которые изданы не так давно, «Экономика социальной сферы». Эти пособия подготовлены преподавателями кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин. Вы их можете получить после того, как обратитесь к нам, выйдя нам по телефону или написав нам на почту. Что касается наших реквизитов, к кому обращаться, они представлены здесь на слайде. Есть телефон, есть почта, ну и, соответственно, те разделы в сайте приемной комиссии, о которой мы уже с вами упоминали. Необходимо еще добавить то, что в конце данной презентации будет конкретная пошаговая инструкция о том, как необходимо будет вам регистрироваться, как, соответственно, ознакомиться с информацией. То есть это будет все вам представлено в наглядном виде. Ну и, конечно же, мы желаем вам успехов. Надеемся, что вступительные экзамены на нашу магистерскую программу вы пройдете успешно. Ждем вас у себя. Спасибо. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так. Те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет
разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, вот у нас говорится, дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.